Преподаватель физики, учитель-методист Савельев Владимир Васильевич. Стаж работы 22 года. От 1985 года учитель работает по методике Шаталова, в основе которой лежит система работы по опорным конспектам. Цель методики – преодолеть затруднения в усвоении учебного материала слепыми и слабовидящими детьми. Использование гуманной, стимулирующей и гибкой оценки знаний ведет к успеху и делает учение интересным и радужным. Сила трения зависит от материала, трущихся поверхностей тел. Если резина по бетону, трение очень большое. А если сталь по льду, трение ничтожное, маленькое. Сила трения от силы, прижимающей тело к поверхности другого. Уменьшим силу трения и посмотрим, как меняется сила трения. Так, сила трения что? Девочки, уменьшилась. Все, прекрасно. Следующее. Поехали. Так, сравниваем силу трения скольжения с силой трения качения. Выясняем. Меньше сила трения качения или больше? Так, какой вывод делаем? Сила трения качения меньше, чем сила трения Хорошо. Да? А вы пишите. Все, пишите. На следующем уроке дети по памяти воспроизводят опорный конспект в специальных тетрадях. По мере выполнения учитель быстро проверяет работу и ставит первую оценку. Сразу же так, начинаем работать в парах. Проговариваем в парах. Первый вариант говорит. Так, рассказывай. 1857 году Николай I решил покрасить сначала лес, чтобы было сложно. Когда хотел отъехать, но это Хорош. Конспект Люда Попова 5. Взаимопроверка. 5. Так, Рожен Гоша. Конспект 4. Взаимопроверка. 5. Учитель часто проводит нестандартные уроки. Фрагменты ролевой игры при изучении темы движения и силы в 8 классе. Суд над трением. Встать. Суд идет. Открывается заседание окружного суда РШСД. Рассматривается дело номер 13 гражданина Тренева Трения Треневича. Вызываются пострадавшие. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Обязуюсь говорить правду и только правду. И ничего, кроме правды. Был гололед. Я упала, подскользнулась, упала и получила травмы. Сотрясение мозга и перелом руки. Уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Обязуюсь говорить правду и только правду, и ничего кроме правды. Прокурору. Трение виновато в том, что заклинил мотор машины, когда кончилась смазка. Трение мешает нам жить. Мы много сил и средств тратим на его преодоление. Машины тратят большую часть энергии и топлива для компенсации трения. Считаю, трению надо наказать по всей строгости закона. Уважаемый суд, прислушайтесь к голосу разума и законам физики. Без трения вы просто не могли бы существовать. Все стало бы настолько скользким, что гвозди, скобы, шипы, все выскользнули бы из своих мест, и все постройки бы рассыпались. Одежда
страшно подумать, распалась бы, расшилась на мелкие скользкие волокна. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Уважаемые судьи, учтите мою большую помощь людям и то, что мои действия не носили злого умысла. Это люди забыли о свойствах трения. Я надеюсь на ваше справедливое решение моей судьбы. Окружной суд РШСД, рассмотрев дело гражданина Тренева и учитывая то, что, во-первых, трение необходимо, и люди должны знать, как им управлять. Во-вторых, пострадавшие пренебрегли свойствами трения. Суд постановляет признать Тренева невиновным. Внимание к практическим и лабораторным работам. Фрагмент лабораторной работы «Определение удельной теплоемкости тела», 9 класс. Используется усовершенствованная учителем мензурка с оригинальным датчиком и озвученным. Озвученные весы лабораторные, описание которых вошло в курсовую работу в декабре 90-го года на курсах дефектологов при АПН в Москве. Для активизации мыслительной деятельности учащихся Владимир Васильевич использует такие элементы КСО: взаимообучение и взаимоконтроль. Фрагменты взаимодиктанта в 10 классе по теме «Силы природы». Определение первого закона. Идет взаимопроверка. С этого учебного года Владимир Васильевич начал новое для школы перспективное дело – плетение из ивового прута. Этим сырьем богата наша республика. Обучает 8 и 10 классы по этому прикладному ремеслу. В зимние каникулы ездил по обмену опытом в Волоколамский институт реабилитации слепых, где уточнил особенности этого дела. Дети с интересом осваивают плетение, все инструменты приспособления учитель делает сам. За годы работы учителем придумано и сделано много приборов и различных пособий. Вот некоторые из них. Опорные конспекты по методике Шаталова. Все. Оборудование к оригинальной лабораторной работе с новым кристаллическим веществом и разработанными приспособлениями к ней. Наблюдение за кристаллизацией и плавлением кристаллического вещества. Данная работа одобрена журналом «Физика в школе». Методическая разработка и отчет о проведенной неделе науки и техники. Методическая разработка и отчет о проведенной неделе науки и техники. Методическая разработка КВН по теме «Движение и силы». Отчет по материалам поездки в Институт реабилитации, город Волоколамск, Московской области, где учитель изучал плетение из лозы. Прибор для определения сравнения удельного сопротивления. Датчик равных промежутков времени с большим интервалом регулирования частот следования импульсов до 30 минут. Работа радиокружковцев, блок питания с регулируемым выходом напряжения. Работа 8 класса. Экзаменатор мудромер в действии. 10 класса на электротехнике. Звуковая электрифицированная линейка при обучении грамоте для кабинета логопедии. Трехэтажная азбука-карусель. На первом этаже живут парные звонкие и глухие согласные. На третьем этаже только
гласные. На втором этаже все остальные согласные. Это краткое знакомство с работой учителя физики Савельева Владимира Васильевича.